Доброе утро, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Сегодня я решила своими мальчиками с домом, стиркой, уборкой. Сегодня праздник. Поздравляем вас всех с праздником. Желаем вам самое главное здоровья, счастья, любви побольше, уважения друг к другу и всего наилучшего, семейного благополучия. Я сегодня хочу поменять набор из сатина. Я очень люблю сатин, потому что сатин мягкая. Я что-то слышала, что-то гладится плохо. Нет, смотря какой утюг. Не знаю, мне все нормально гладилось. Мне нравится. Сейчас я поменяю постельный набор. Мамушка, мы пододеяльники сняли, а вы какой нам набор дадите? Сняли, да? Да. Я... Вот такой пойдет? Да. Доброе утро всем. Сегодня День народного единства. Поздравляю всех. Сегодня у нас стирка и уборка. Молодец. Вот поменяйте. Угу. Вот этот набор тоже мне очень нравится. Это поплин. Поплин немножко толще. Гладится тоже хорошо, стирается тоже хорошо. Это иванские товары. Вы все знаете. Вы знаете, я выписывала вот такой топер. Служит мне пока хорошо. Не скатывается. Матрас делается более мягким, ровным. Хотя есть даже неровные места. Действительно скрадывает. Если на диван стелить, то в середине дивана выемка отделяется. Но с топером этого незаметно. Сейчас я поменяю постельный набор. А вот подушки мои ивановские. Кто-то мне комментарий написала, что они через пару месяцев потеряют товарный вид. Якобы они брали. Нет, мои уважаемые, наверное, вы брали не такие. Помню, когда-то пару лет тому назад я брала китайских по цене 300 с чем-то в оптовке. Цены оптовые были. Парочку я взяла. Действительно, через месяцев 3-4 я их выкинула. Когда ложилась я, они шуршали. Синтетика была внутри какая-то, как мочалка. А эти нет. Эти хорошие. Эти у меня лебяжий пух. Мне они нравятся. Я теперь пользуюсь только ивановскими, нашими отечественными только продукциями. Китайских вообще не беру. И никому не советую. И люблю дарить только ивановские. И буду дарить только ивановские товары. Потому что я сама пользуюсь и знаю, что мне потом не стыдно будет. Я люблю, когда мною даренные вещи, чтобы служили, люди радовались. Посмотрю, что там мои внуки делают. Что вы делаете? Мы постель заправляем и набор поменяли. Теперь у нас со звездочками. Какой набор красивый, да, со звездочками. Правильно говоришь. Вот тоже они поменяли постельный набор. Посмотрите. Тоже давно мы брали. Я вам обзор показала. Вообще четко все видно. Не линяли. Звездочки с серым не помешались. Прямо белое-белое. Я стираю вместе с простынями, наволочками
и пододеяльник. Первый раз, конечно, я испугалась, потому что не знала, какого качества. А я не боюсь, я вместе стираю. Конечно, они еще не совсем красиво заправляют постель. До конца не одели мыски. Ну ладно, научатся, зато сами. Пусть учатся. Пусть все умеют. В армию пойдут. Там что-то надо будет делать. Постель заправлять, носки стирать, вещи стирать. Пусть учатся. Тоже мне постельный набор очень нравится. Это бязь. Чистый хлопок. Гладится тоже хорошо. Я бы не сказала, что плохо что-то у меня гладится. У меня всегда все хорошо гладится. Главное применить нужную температуру. Все, мы пошли дальше. Все дела мы сделали, постирали, убирались, сделали влажную уборку. Сейчас мальчики пошли на прогулку в парк. А я решила готовить им. Я хочу им готовить тефтели, а на гарнир картофельное пюре, которые они очень обожают. Пропустила мясо. Тут у меня килограмм фарша. Говядину. Кладу сюда меньше столовой ложки соли. Кладу сюда 2 яйца. И мелко-мелко нарезанный лук. Поперчим. Кладу сюда набор, который мне прислал Тедекор. И сюда же кладу предварительно отваренный рис. Хорошенько перемешиваем. Вот и все. Налила я воды немного в кастрюлю. Вода кипит. Поставила картошку вариться для пюре. Теперь смачиваю руки с водой и накатаю вот такие шарики. Прежде чем положить в кастрюлю шарик, бросаю туда немножко морковь протертый и начинаю класть шарики свои, тефтельки. Чтобы к рукам не прилип фарш, смачивать надо руки. Кто как делает, я не знаю. Каждый готовит по-своему, у каждого свой рецепт. Я делаю вот так. Я кормила всю жизнь детей с такими тефтелями, а сейчас внуков кормлю. Вода заново начинает у меня закипеть тут. Вот у меня тефтельки. Вода кипит. Сейчас между тефтельками посыплю немножко зелени. Тут у меня и зеленый лук есть тоже. И здесь тоже вместе с луком морковь. Мои внуки мясом не очень дружат. Любят, конечно, говядину, но в виде фарша. Котлеты, тефтели, чебуреки, пирожки. Вот так. Но я не могу сказать, что они у меня
мясо совсем не кушают. Они кушают говядину, дичь. Но в виде фарша обожают. Добавляю туда зелень. Добавляю туда же опять морковь протертой с луком вместе. И потихоньку доливаю воды. Если бульон, еще лучше. У меня сегодня нет бульона. Мы все израсходовали. Теперь закрываю крышкой, оставлю вариться. А здесь варится картошка. Вода закипела, сейчас убавляем газ. Сейчас я приготовлю салат. Здесь у меня морковь натерла, огурчики, капусту пекинскую нарезала, зелень с зеленым луком. Немножко посолю, немножко поперчу. Выжму немножко лимонного сока. И намешаю хорошенько. Я не знаю, салат как называется, наверное, витаминный. Салат готов. Для салата специально продуктов не набирала, не покупала. Приготовила из тех овощей, которые у меня есть дома. Теперь делаю картофельное пюре. Клала туда репчатого лука, зелень, сливочное масло и немножко молока. Вот ужин моих любимых. Они кушают эти же тефтели, которые мы с вами готовили. Вот они какие сочные, вкусные. И салатик, картофельное пюре. Приятного аппетита вам, мальчики мои. Спасибо. Спасибо. И вам тоже приятного Тефтели аппетита. попробуйте, как получились. Спасибо вам. Они вкусные и мягкие. Вкусные, мягкие. Угу. А соль там нормально? Приправ. Да, нормально. Салатик попробуй. Как тебе ужин, Влад? Младшенький мой. Очень вкусный. Очень вкусный, да? Да. Ну и кушайте. Приятного вам аппетита, мальчики. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, на здоровье. На этом я свой влог заканчиваю. Спокойной ночи вам всем. Всем пока-пока. До следующих встреч.